мне хотелось предоставить слово Гале, да? Меня Тангнагас, Биг Казак Кше, уникальный Кше, в интернете посмотрите. Она была у нас, 1 год была женщиной года Пугачева, 1 год была Наина Ельцина, 1 год была у нас Матвиенко, 1 год у нас была Галя, потому что она чемпион Москвы по бильярду, Россия, она по гонкам России. И еще она и поет, и композитор, и все такое. Мне очень нравится, что Россия, она как раз вот такая, это кладезь мультиков. Потому что если взять Америку, Европу, да, то там вот большинство это узконаправленные специалисты, которые знают, я встречала людей, которые, например, там на протяжении 40 лет он собирает коробочки. И ему говоришь, а вот ты не думал, что чем-то еще заняться, вот каким-то, может, увлечением? Зачем? У меня есть коробочки. Мне четко все понятно, и я прихожу и делаю коробочки. А здесь, в России, конечно, люди, которые ищут, и я призываю всех всегда искать, стремиться, искать себя, потому что даже несмотря на то, что многие из вас учатся, многие из вас уже доучились, может быть, но ничего не мешает получить другое образование. Я знаю очень много специалистов, которые, поменяв полностью специфику своей деятельности, обучались на абсолютно другое. Вкратце расскажу про себя. Я росла девочкой, закончившей музыкальную и художественную школу. Я была отличницей по всем предметам и, в принципе, стремилась к одному. Я писала стихи и песни с 7 лет и хотела быть певицей. Петь на сцене, и ничего другого в этой жизни я просто даже не представляла. Поэтому, когда мне сказали, выбирай ИНЯС, юрфак, то есть я в достаточно удачной семье родилась, поэтому, значит, у меня все пути были открыты. Я говорю, я в музыкальное училище поступаю. Мне сказали, что я сумасшедшая, вот, что я буду никому не нужным педагогом по музыке за 5 копеек. В общем, собственно, этим все закончилось. И я гордо ушла из дома и сказала, хорошо, я добьюсь всего сама. Будучи москвичкой, я родилась в Москве, все время, мне всю жизнь говорили, ой, как хорошо, ну тебе хорошо, ты москвичка. Так вот, я могу сказать, что москвичкой быть гораздо сложнее, особенно в советское время. Гораздо сложнее. Вы представьте себе, когда ты живешь в Москве, ты учишься в училище, потом в институте, я училась культуры, да, и ты не имеешь права на общежитие, потому что ты москвич. Ты не имеешь права даже переночевать в гостинице. Ты не имеешь права переночевать на вокзале. Ты нигде не имеешь права переночевать, потому что ты москвич. Ты обязан жить где-то, потому что ты москвич. И это те сложности, с которыми я сталкивалась практически каждодневно. Именно поэтому к 20 годам пошла зарабатывать денег и купила квартиру уже, первую квартиру купила в 20 лет. Потом, правда, были перипетии разные у меня. В 25 лет, в 96 году, я решила прийти на телевидение. Мне показалось на тот момент, что это замечательный путь продвижения себя. Думаю, раскручу свое лицо, стану популярной и потом начну петь. Ну, собственно, я это и сделала. Я пришла на телевидение, причем мне просто дали проходку на какое-то там шоу, тема, и я пришла и зашла буквально в первую попавшуюся дверь, постучала и говорю, вам не нужны работники? Они говорят, а вы кто? Я говорю, я все умею. Сказала я, даже не представляя вообще себе, что такое телевидение. Это сейчас информационное поле, да, телевидение, интернет, который можно спокойно блефануть, да, послушав, наслушавшись там других спикеров. А в тот момент я действительно не знала, что такое телевидение, но мне очень хотелось. Поэтому я говорю, а какие есть вакансии? Они говорят, нам нужен администратор. Я говорю, замечательно, я отличный администратор. Я даже не знала к тому моменту, как включается компьютер. Уж не говоря о делопроизводстве, печатании и всему прочему. Я буквально там за сутки-двое освоила эту науку. Через месяц я вела все дело производства канала. Это был небольшой канал, коммерческий канал. А потом я посмотрела, как делается телевидение. Я ночами смотрела за монтажами программ. И смотрю, значит, такая есть прореха. Там музыка, все время там, какую музыку подложить? Где взять-то? А так как я, собственно, была с музыкальным образованием на тот момент уже,
Я поняла. В то время не было еще авторских прав и вот этого всего, то, что сейчас ограничивает использование музыки. Тогда этого не было. Поэтому я собрала быстро архив музыкальный и начала его продавать на все каналы. И так я попала на Первый канал, начала с армейского магазина. Я стала музыкальным редактором армейского магазина. И потом просто буквально там надо было заменить, там опаздывала ведущая, и мне говорят, сядь в кадре, ну, для вида. Ну, мы настроим камеру. И меня посадили, в общем, собственно, для вида, а потом говорит, ну-ка скажи что-нибудь. Там еще что-то, потом еще что-нибудь, еще что-нибудь. Смотрю, все сбежались в аппаратную, и я не поняла, что происходит. И потом они говорят, слушай, у тебя так вообще глаза, говорят, ты как фотогеничная, тебе надо работать над этим. Я говорю, кто же меня бы взял? Они говорят, у нас там есть сейчас вакансия, попробуй, там нужен журналист в кадре. Я не журналист была ни разу. В кадр мне хотелось, я, собственно, за этим пришла на телевидение. Это была тогда программа «Человек и закон», существующая до сих пор. Там возникла идея у Пиманова сделать скрытую камеру. Сейчас вы знаете, скрытую камеру, в основном она ассоциируется там с какими-то там подставами, какими-то хохмами. В то время я была первая на телевидении, кто запустил скрытую камеру. И когда я пришла к Пиманову и сказала, можно я? Он говорит, ты говорит, не боишься? Ты понимаешь, что у нас все серьезные, там, Карпов там начал перечислять мне, у нас все журналисты просто поотказывались, говорит, потому что ты понимаешь, что это криминал. То есть ты будешь переодеваться в разные роли, задача твоя всей стране показать аферистов. То есть ты должна подставлять себя под аферистов. Ты понимаешь, что это серьезно? Я не понимала, вот честно скажу. И со своей там молодой наивностью я говорю, не боюсь, я нормально. Я начала делать скрытую камеру, закончилось, правда, это не очень хорошо, плачевно, потому что действительно на меня было в какой-то момент нападение, до сих пор не знаю из-за чего, собственно. Ну, то есть просто не найдены были нападающие, но так как мне портили лицо, я так понимаю, что задача была все-таки такая. Вот. Слава богу, потому что моего партнера по проекту убили вообще, то есть он был найден мертвым в квартире. Ну, на самом деле такая журналистика, она действительно опасна. Параллельно я тут же перетрансформировалась, пошла в Институт телевидения и радиовещания уже на факультет ведущих. И после этого случилось, вот после «Человека закона», у меня случился такой максимально неожиданный для меня прорыв. Меня пригласили ведущие на РТР «Доброго утра, Россия». Это утренний канал, это 3-часовое утреннее вещание, то, что и сейчас существует. И когда мне предложили, просто шел по коридору Разбаш, Царство Небесное, это телекомпания «Вид» тогда существовала. И он говорит, о, я тебя видел в эфире, слушай, мне срочно нужна ведущая, придешь? Я говорю, ну, не знаю. Ну, представляете, да, 3 часа в эфире, то есть это круто. То есть одно дело у тебя 5 минут в неделю эфира, пусть на Первом канале, да, а тут 3 часа на Втором. Это было для меня круто. Там был скандал с Эрнстом, потому что я была лицо Первого канала, а это было очень жесткие условия, очень жесткий контракт, нельзя было нарушать. Тем не менее, меня взяли в ведущий. Я могу сказать, что вот на сегодняшний момент блогерство – это вот уже последующие ведущих прямого эфира. Ничего страшнее прямого эфира в жизни нет. Когда мне говорят, как ты не боишься на сцену выходить? Я говорю, после прямого эфира я не боюсь ничего. Когда ты выходишь в прямой эфир на всю страну, да еще РТР, это 4 зоны временных, да, то есть это на всю страну ты выходишь, и в основном ты даже не знаешь, о чем ты будешь говорить, потому что, так как программа ежедневная, редакторы в основном не успевали готовить материал, и зачастую я не успевала даже прочитать суфлер. То есть, ну, вернее, не суфлер, а подготовить программу, то, что я должна была читать. Поэтому читать надо было с суфлера. Ты читаешь с суфлера, с пониманием и знанием дела, как будто это от тебя происходит, да, вы представьте просто вот уровень ответственности, да. А еще, когда к тебе приходит на эфир гость какой-то, а брала интервью я от Михаила Сергеевича Горбачева, ну, в то время, да, понятно, до там всех наших шоу-бизнесских и творческих персонажей, да. И когда к тебе приходит какой-нибудь актер, и тебе говорят,
Слушай, ну ты представь, мы не успели подготовить, ну ты же его знаешь. Как знаешь, я так понимаю, ну да, но все равно ответственность, вот как Венера сказала, да, чтобы было все корректно. Вот, да, это же очень важно и очень значимо. Поэтому я всем советую, кто видит себя именно в публичной зоне, кто хочет стать публичной личностью, обязательно занимайтесь прямыми эфирами. Стримьте себя. Из-за стримов на сегодняшний момент, к сожалению, да и на самом деле телевизионная журналистика очень уронила свой уровень, да, и на сегодняшний момент плохо говорят и ведущие, и стримеры, и блогеры, ужасно. И когда ты смотришь, как они изъясняются, какими словами, какие позволяют себе выражения слова, если вы говорите на Россию, говорите на красивом русском языке. Я вчера была на открытом уроке Высшей школы экономики. Меня поразил там завкафедры моды француз. Вы знаете, как он красиво говорил на русском. Конечно, он говорил немножечко с акцентом, немножечко, где это было понятно, что он иностранец. Но это красивейший русский язык. Учите свой язык, учите русский язык, учите еще языки. Это очень нужно просто для того, чтобы передать красоту языка. А самое главное, что я в свое время пыталась работать за границей. Я отказалась от этого, и я против проектов, потому что я русский человек, абсолютно, именно российский человек. И когда ты приезжаешь, я не знаю английский в совершенстве, к сожалению. Я знаю на уровне европейцев, но я столкнулась с тем, что я чувствую себя косноязычной. Я не могу передать всей красоты своего информационного внутреннего «я», а тогда смысл, а тогда мы ограничены, да, и тогда мы не можем ничего рассказать, показать, донести. И поэтому я говорю, язык – это очень важно. Я на сегодняшний момент уже более 20 лет преподаю голос. Как я говорю, я специалист по голосу, потому что очень важно, как вы доносите себя, как вы произносите слова. Самое главное, что с каким тембром, с какой скоростью, с какими эмоциями. Вот можете поднять руку, кто хоть раз когда-либо, где-либо занимался ораторским искусством? Круто, круто. А вам это помогает в жизни? И у нас же здесь сегодня много будущих дипломатов. Да, безусловно, поэтому, собственно, я этот вопрос и подняла. Бывают у меня часто мастер-классы у депутатских корпусов, да, в депутатских корпусах, когда депутаты молодые, да, то есть это что же, в принципе, это тоже молодые политики, которые идут наверх и для которых, вот у меня есть курс «Публичная личность». Это очень важно, как вы себя подаете, потому что если вы хоть как-то, причем мне многие говорят, ой, да мне не надо вообще никогда в жизни. Никогда вы не знаете, что с вами будет через 5-10 лет. А вдруг вы откроете себя в каком-то абсолютно гениальном преломлении и станете безумно популярны. Вдруг. И на вас обрушится шквал интервью, камер, и с вами захотят все говорить. Потому что такое публичная личность? Это общественно значимый человек. И каждое его высказывание имеет очень важное значение. К нему прислушиваются. Поэтому это очень важно, чтобы вы умели красиво говорить. Это еще важно во всех сферах жизни. Я как учитель кундалини-йоги. Да. Об этом тоже часто говорю ученикам, которые приходят. Во всех сферах жизни умение говорить, умение вкладывать в слова именно тот смысл, который вы имеете в виду, с правильным тембром, с правильной подачей, это просто must-have для личной жизни. Это то, что должно быть для работы на любом ее уровне, в любой коммуникации с друзьями и еще раз в личной жизни, потому что это всегда актуально для всех, чем бы вы ни занимались. Основные конфликты, основные проблемы всегда происходят от того, что один человек имел одно в виду,
вложил это в какие-то слова, другой не совсем корректно понял эти уже не совсем корректные слова, и все, и пошло. Или те же самые интонации, вы же замечали, когда просто интонация слова меняет подачу, и реакция совсем другая. Это же способ еще здоровой манипуляции, даже не манипуляции, управления процессом коммуникации, вот это будет правильнее сказано. И поэтому здесь не только для публичных личностей, а во всех сферах безусловно. жизни. Я могу сказать, что когда приходят на ораторское, приходят дети маленькие. Я говорю, вы с родителями спорите, вы пытаетесь им доказать что-то, значит, вы уже ораторы. Мы, собственно, ораторы, как только орать начинали, собственно. Вот. Поэтому это неотъемлемая наша часть. Я все время говорю, вот это такой маленький просто пример, да? Фраза «Вы мне утром звонили», да? Вот теперь смотрите, а если мы будем ударение на разные слова делать? Вы сегодня звонили. Вы сегодня звонили? Вы сегодня звонили? 3 разных ударения и 3 абсолютно разных смысла. Это только в русском языке можно сказать, да нет, не знаю. Ну, да, и таких примеров очень много. Поэтому обращайте внимание на вашу речь, на ваши голоса. Подходите, кому интересно, обращайтесь. Все, что связано с голосом, это ко мне. И это на самом деле большая ценность и большая удача, что вы сегодня имеете возможность получить для своего развития контакт именно такого уровня человека. Так как я была всегда горящим человеком, которому было все интересно, параллельно с телевидением я умудрилась стать мастером спорта по русскому бильярду и чемпионкой России Москвы, Московской области и так далее. И я преподаю бильярд тоже больше 25 лет. И, собственно, это тоже уже большая такая часть моей жизни. И когда меня спрашивают, кто я по профессии, я все время говорю, ну я преподаватель, да, то есть вот, и я преподаватель голоса, музыки, бильярда, там. То есть, ну, странное соотношение, но тем не менее. Это просто, наверное, желание, умение передавать свои знания. Да? Потому что, к сожалению, если говорить о бильярде, например, не все спортсмены хорошие педагоги, а уж тем более спикеры. Да? Я все время пример привожу, особенно дети, вот они прям любят эти вопросы, когда я говорю, у вас наверняка есть педагоги, у кого в институте, да, уже там, в институтах, да, которые там, а сегодня у нас будет программа, которая, значит, и люди все думают, господи, как бы не заснуть-то, выгонят жену, вот а надо просидеть эту лекцию, да? Вот у всех наверняка такие педагоги. И есть педагоги с горящими глазами, с информацией, которые креативно, которые подают кучу информации, находят какие-то подходы, информационные новые витки. И такого педагога, хочется слушать, такие предметы запоминаются, и именно это остается на долгие годы в памяти. Поэтому будьте сами такими горящими, движущимися, активными, занимайтесь языком. Мне хочется себя изменить, простить все, что не в силах забыть, найти причину странных идей, найти того, кто ничей, летать и не бояться высоты, мечтать о размножении красоты, менять, хотя бы что-то поменять, саму себя принять. Хочу найти в этом суть, понять хотя бы чуть-чуть причину разных идей и сделаться намного сильней, летать и не бояться высоты, мечтать о размножении красоты, менять, хотя бы что-то поменять, саму себя принять. А может
намного сложней. Мы здесь, чтобы однажды понять, наш мир — это как школа людей, и важно ее не прогулять, летать и не бояться высоты, мечтать о размножении красоты, менять, хотя бы что-то поменять, саму себя принять, саму себя принять, саму себя принять. Я стала бояться людей, чьи помыслы не понимаю, слезы кругом матерей, а кто-то их не замечает. Те, кто берут самолеты, даже не умея летать, те, кто начинает полеты, даже не умея мечтать. Но только раз, два, три, четыре, солдаты идут вперед. Раз, два, три, четыре, и так из года в год. Раз, два, три, четыре, солдаты идут вперед. Раз, два, три, четыре, и так из года в год. Мы точно уже за чертой, а дальше, увы, безвозвратно. Вроде бы шли за мечтой, но только шли неаккуратно. Те, кто пытается выдать трусость за позицию вне, те, кто пытается выжить где-то на чужой стороне. И только раз, два, три, четыре, солдаты идут вперед. Раз, два, три, четыре, и так из года в год. Раз, два, три, четыре, солдаты идут вперед. Раз, два, три, четыре, и так из года в год. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пробой. В городе мне жителей на выселках, камнем лежать и гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто идет по следу одинокому, сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Злого, кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так.
школа.